В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Завершился рабочий визит президента Рауля Хаджимба в Республике Северного Кавказа. Всю свою жизнь она служила народу. Исполнилось 90 лет со дня рождения Тамары Шакрыл. Поможем хрустальной девочке. Продолжается сбор средств для лечения Асланы Джинджулия. Завершился рабочий визит Рауля Хаджимба в Республике Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесии глава государства принял участие в церемонии открытия памятника добровольцам КЧР, погибшим за свободу и независимость Абхазии, и провел ряд встреч, в том числе с временно исполняющим обязанности главы КЧР Рашидом Тимрезовым. Рауль Хаджимба особо отметил значимость открытия памятника добровольцам, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия. Он поблагодарил руководство КЧР за бережное отношение к памяти погибших добровольцев, которые сражались в одном ряду с жителями Абхазии в войне. Делегация Республики Абхазия также встретилась с добровольцами Отечественной войны народа Абхазии и с членами Ассоциации абазинских общественных объединений «Абсадгил». Затем 1 сентября делегация Республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимба прибыла в Кабардино-Балкарскую республику для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 95-летию государственности КБР. Члены делегации возложили цветы к памятнику добровольцам, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия, установленному на площади Абхазии в Нальчике. В Кабардино-Балкарии Рауль Хаджимба встретился с главой КБР Юрием Коковым. Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений между республиками, в том числе экономическое, культурное, гуманитарное и научное сотрудничество. Был отмечен особый братский характер взаимоотношений между Кабардино-Балкарией и Республикой Абхазия, которые прошли проверку временем и, безусловно, должны получить развитие. Рауль Хаджимба еще раз подтвердил курс руководства Абхазии, направленный на укрепление связи с республиками Северного Кавказа. Расширенный репортаж о рабочем визите президента в Черкесск и Нальчик смотрите в нашем эфире сегодня. Рауль Хаджимба поздравил президента и народ Нагорно-Карабахской республики с 25-й годовщиной образования государства. Несмотря на значительные трудности, народу Нагорного Карабаха удалось восстановить разрушенное войной государство, наладить нормальную жизнь и доказать всему миру состоятельность и полноценность независимой карабахской государственности. Мужественный и трудолюбивый народ Нагорного Карабаха всегда демонстрировал не только блестящие военные успехи, но и способность добиваться существенных результатов в социально-экономическом развитии, отмечается в частности в поздравлении президента. Рауль Хаджимба пожелал Бако Саакяну крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Нагорного Карабаха мира, благополучия и процветания. Сегодня, 2 сентября, делегация Республики Абхазия во главе с вице-президентом Виталием Габния приняла участие в праздновании 25-й годовщины со дня образования Нагорно-Карабахской республики. Члены абхазской делегации возложили цветы к мемориальному комплексу в столице Нагорного Карабаха. Президент НКР Бако Саакян выразил благодарность Виталию Габния за участие в празднике и отметил стремление к дальнейшему сотрудничеству. Ранее делегация Республики Абхазия приняла участие в приеме от имени президента НКР Бако Саакяна по случаю празднования 25-й годовщины со дня образования Нагорного Карабаха. Вице-президент Виталий Габния поздравил Бако Саакяна и весь народ республики с этой знаменательной датой. Сегодня, 2 сентября, известному абхазскому ученому и общественному деятелю Тамаре Шакрыл исполнилось бы 90 лет. Тамара Шакрыл – известный абхазский языковед, доктор филологических наук, профессор, общественный и политический деятель, автор целого ряда научных статей и книг. С 1955 года старший преподаватель, а затем первый заведующий кафедрой абхазского языка и литературы Сухумского пединститута. Она была старшим научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований. Тамара Шакрыл была активным членом национально-освободительного движения абхазского народа. В 1952 году она написала открытое письмо Сталину, в котором осуждала его политику в Абхазии. 12 ноября 2004 года, во время массовых волнений, связанных с президентской выборной кампанией в Абхазии, ученый, общественный и политический деятель Тамара Шакрыл была смертельно ранена. Указом президента Владислава Ардзенба за выдающееся мужество и героизм в борьбе за независимость Республики Абхазия Тамара Платоновна Шакрыл посмертно удостоена звания Герой Абхазии. В Сухуме сегодня прошла конференция, посвященная 90-летию Тамары Платоновны Шакрыл. В ней приняли участие глава государства Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцец, ученые, общественность.
В Абхазии на государственном уровне провели мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения известного ученого-кавказоведа, одного из лидеров национально-освободительного движения Абхазии, правозащитницы, героя Абхазии, кавалера ордена Ахзапша второй степени Тамары Платоновны Шахрыл, отметил директор Абиги Василий Авицба, открывая конференцию. Фотовыставка, интервью, круглые столы и конференции – лишь небольшая их часть. И данная конференция также посвящена изучению научного и публицистического наследия Тамары Шахрыл. На конференции выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что всю жизнь Тамара Шахрыл противостояла грузинскому шовинизму и отстаивала интересы абхазского народа. Лара дозлагилась абипара и рыбзорану еха и хаму и хипшим авенткарра. Уиллихц, лферхатара, лугора, ато, азгвейтахен, абсна авенткарра ашетарку Владислав Григорьевна Арценко. Ганкахала Ехипшуги, Рухоп дара Авиджиги, Рлахенсака, Ардзенбеги, Шекрылпхаги, Рыбсад Юлрха, Акурцейтха, Азгвахтар, Акхахауам Хунцгуянагует. О Тамаре Шахрыл как о педагоге рассказал доктор филологических наук Леонид Саманба. Лекции Тамары Шахрыл были интересны студентам. У него был особый подход к молодежи, вспоминал Саманба. Академик Олег Угварамя вспомнил время, когда он, будучи только-только назначенным ректором Абхазского государственного университета, пригласил Тамару Шахрыл преподавать. Я много раз был у нее дома и рассказывал ей о математической логике, как она возникла, какие сейчас задачи там и так далее, и так далее. К моему удивлению, этот человек буквально на лето хватал, и даже иногда я задавал риторические для себя вопросы, на которые она спокойно отвечала. В 1989 году, получив такую возможность, став ректором, я, конечно, пригласил Тамару Платоновну в университет, который путь в этот университет был заказан. Помните вы все прекрасно. И, между прочим, не без помощи наших. Доктор филологических наук Лили Хагба в своем выступлении с сожалением отметила факт, о котором она узнала из репортажа абхазского телевидения, что из-за нехватки учеников закрыт первый класс абхазского сектора Ишерской школы. Лили Хагба озвучила отрывок из статьи Тамары Шахрыл 50-летней давности, которая актуальна и сегодня, о необходимости изучения родного языка. Лили Хагба предложила провести в республике международные шахрыловские чтения и выразила уверенность, что ее идею поддержат руководство и ученые страны. О вкладе Тамары Шахрыл в национально-освободительное движение абхазского народа рассказала кандидат исторических наук Антонина Хашба. Она прочла отрывки из писем Тамары Шахрыл Сталину и Шеварднадзе. Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к вам с глубокой просьбой восстановить фактически уничтоженные права абхазского народа, получать образование на родном языке, готовить специалистов по родному языку и развивать свою национальную культуру. Сейчас в политике местных властей по отношению к абхазскому народу наблюдается серьезное извращение по национальному вопросу. В частности, эти извращения имеют место в постановке работы в школах Абхазской ССР. Мы, аспиранты Института языкознания Абхазии, считаем, что создавшееся в Абхазской ССР положение является неправильным, противоречащим установкам партии по национальному вопросу. Мероприятия, посвященные 90-летию Тамары Шахрыл, будут продолжены. Амра Амичба, Алексея Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня президент Рауль Хаджимба возложил цветы к могиле Тамары Платоновны Шахрыл в селе Лохны Гудаутского района. Память Тамары Шахрыл также почтили ученые, ее друзья и близкие представители общественности. Тамара Шахрыл поистине была многогранной личностью. Научная деятельность и личная судьба Тамары Платоновны всегда были тесно переплетены с судьбой родной страны и народа, чаяния и тревоги которого не могли не волновать ее. Борьба за права и свободу абхазов стала делом всей ее жизни. Именно так они отзывались те, кто хорошо ее знал и кому довелось с ней работать. Я в 1957 году поступил в институт. Единственная Тамара Платоновна была настоящая абхазка, и грамотная, и образованная во всех отношениях. Она даже учила, даже перекличку, когда делала, как вставать с достоинством, как даже на большую перемену приходила на улице, как мы
как мы должны ходить. Она говорила так по-абхазски: мамище не как медведь ходите, а если девочка, как рядом с ней стоят, как с ней обращаться. Одним словом, это было, я не знаю, как вот в Индии были такие люди, вот такие духовные люди, воспитатели духовные. Она духовная, мама духовная, воспитанница нашей страны. Тамара Платоновна Шакрыл была примером для подражания. Ее необычайная доброта и простота запоминались людям, которые общались с ней хотя бы раз. Еще одной особенностью Тамары Шакрыл была способность заражать людей любовью к абхазскому языку, пробуждать интерес к его изучению. Диана Дбары сегодня не может скрыть слез, вспоминая близкого ей человека. Я работала с Тамарой Платоновной в Абхазском институте целых 14 лет. Для меня это подарок судьбы, что я знала ее, знала лучшую часть абхазской интеллигенции. К сожалению, судьбе было угодно, чтобы я оказалась рядом с ней в тот момент роковой, когда это случилось. Мне довелось сопровождать ее в больницу. Последний человек, с которым она общалась, это была, скорее всего, я, если не считать врачей. Она была замечательным человеком, на которого надо равняться, по которому надо сверять свои поступки, свои дела. Во всех ситуациях она была на высоте. И в политической жизни, и в скромном быту. Двор родового поместья семьи Шакрыл в селе Лыхны был полон людьми. Они возложили цветы к ее могиле, почтили память Тамары Платоновны и делились воспоминаниями о ней. Для всех присутствующих школьники Лыхнынской школы прочитали стихи. Сарьес Смырыль Дардамиров, Абхазское телевидение. Мероприятия продолжились в Абхазском институте гуманитарных исследований, где в 7 часов вечера начался вечер памяти Тамары Шакрыл. Официальная хроника. Сегодня президент Рауль Хаджиба подписал несколько распоряжений в целях организации и подготовки мероприятий по празднованию Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Распоряжением президента создан организационный комитет, председателем которого назначен вице-президент Виталий Габния. В целях сохранения и приумножения уникального творческого наследия, увековечения личности великого писателя, кавалера ордена Ахилзапша первой степени Фазиля Искандера, распоряжением президента создана государственная комиссия, председателем которой назначен премьер-министр Беслан Барцец. Госкомиссии поручено в срок до 15 ноября представить предложение по увековечению памяти Фазиля Искандера. В целях проведения 9-го турнира смешанных единоборств международного класса президент Рауль Хаджиба подписал распоряжение о создании организационного комитета, председателем которого назначен вице-премьер Беслан Эшба. Прокуратура требует осудить обвиняемых по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Климантовича и его помощницы Оксаны Скайредновой на сроки от 15,5 до 25 лет. 1 сентября состоялось заседание Верховного суда Абхазии. Выступая с обвинительной речью, прокурор Даур Амичба заявил о том, что депутат парламента Нодик Квицения задумал убийство Климантовича с целью завладеть имуществом компании «Эль Петролиум Абхазия», гендиректором которого являлся убитый бизнесмен. 12 декабря 2014 года в Верховный суд Абхазии было направлено уголовное дело в отношении депутата парламента 5-го созыва Нодика Квицения и еще 4 лиц, обвиняемых в убийстве российского бизнесмена Сергея Климантовича и его помощницы Оксаны Скайредновой, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По версии следствия, вступив в сговор с Джумбером Бигвава, Рамином Хмаилом, Асланом Цвишба и Ахрой Гопи, Нодик Квицения 11 сентября 2012 года организовал похищение Климантовича и Скайредновой, которых вывезли на окраину Сухума. Потребовав от Климантовича $2 миллиона за освобождение и получив отказ, Квицения предложил наемным убийцам расстрелять похищенных. Им было предложено вознаграждение в размере 15 миллионов рублей. В ночь на 12 сентября Климантович и Скайреднова были вывезены в село Адзюбжа Чемчирского района и убиты. Тела убитых сбросили в колодец нежилого дома, заявил прокурор. Сторона обвинения просит осудить обвиняемых и назначить им наказание. Нодику Квицения и Джумберу Бигвава 20 лет колонии строгого режима. Ахре Гопи 17,5 лет заключения в колонии строгого режима. Рамину Хмаил 15,5 лет в колонии строгого режима. Аслану Цвишба 25 лет тюрьмы.
1 сентября исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Олег Аршба, направлявшийся по приглашению руководства Приднестровской Молдавской Республики на празднование 26-летия ПМР, был задержан в аэропорту Кишинева пограничной полиции Республики Молдова, а затем депортирован. В связи с этим Министерство иностранных дел Абхазии заявляет решительный протест молдавской стороне, рассматривает ее действия в отношении должностных лиц Республики Абхазия как противоправные и призывает международное сообщество, а также международных посредников в процессе урегулирования молдавско-приднестровского конфликта дать объективную оценку поведению молдавской стороны с тем, чтобы подобные недопустимые действия впредь не повторялись, отмечается в частности в заявлении МИД Абхазии. В свою очередь и Министерство иностранных дел ПМР распространило заявление в связи с очередной провокационной попыткой ограничения международных контактов в Приднестровье. МИД Приднестровья высказал убеждение, что данный инцидент является подтверждением слабости и политической незрелости молдавской стороны. Свидетельствует об очередной попытке Молдовы примитивными методами ограничить международные контакты Приднестровья. Абхазское телевидение и культурно-благотворительный фонд «Ашана» продолжают совместную акцию помощи тяжело больным детям. Ваша помощь может спасти жизнь хрустальной девочки Аслане Джинджуле. Девочка страдает повышенной ломкостью костей. Необходима срочная операция. Аслана Джинджуле – маленькая девочка, чья история 4 года назад взбудоражила всю Абхазию. История хрупкой девочки с редким диагнозом – несовершенный остеогенез. Аслану называют хрустальной девочкой. Это от того, что кости у нее были такие хрупкие, что даже объятия мамы могли ей навредить. Сейчас маленькой Аслане уже 6 лет. Всего за 4 года она прошла 15 курсов лечения в московской клинике. Переломы стали случаться реже. Девочка начала ходить, бегать, соответственно, всесторонне и творчески развиваться, петь, танцевать, рисовать. Ее рисунки часто выставляются на различных конкурсах. Но вместе со всеми ее талантами маленькая Аслана мечтает стать врачом. Недавно сказала, что она хочет стать врачом. Ей же врачи помогают встать на ноги, чтобы она самостоятельно ходила. Может быть, из-за того, что ей помогают. Генетическое заболевание полностью устранить нельзя, но максимально облегчить жизнь Аслане и остановить переломы возможно, но только с помощью дорогостоящей операции – внутрикостного остеосинтеза. Операция заключается в том, что ей установят телескопические штифты, которые будут расти вместе с конечностями. Они укрепят кость пожизненно и по всей ее длине. Помогут быстро поставить на ноги. Это чудо современной медицины, и оно должно произойти из хрустальной Асланы. 2,5 миллиона рублей стоимость такой операции в Хорватии. Девочка ждет нашей поддержки. Ведь благодаря этой операции сможет осуществиться мечта маленькой Асланы в следующем году переступить порог школы. Помочь Аслане проще, чем кажется. Нужно всего лишь отправить на короткий номер 5050 СМС со словом «Добро». Стоимость одного сообщения – 20 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они перечислены на сайте фонда «Ашана». Рената Шакая, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром временами дождь, возможна гроза, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 27-29 градусов. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.